Ассаламу алейкум всем достойным. А вот манкурты могут пройти мимо. Меня зовут Магомед Ялхаро. Я нахожусь в селении Тлох Ботлихского района на местном кладбище. Объясняю, почему я здесь. В предыдущей части видеоролика я рассказывал цель моего путешествия и что я здесь ищу. Я здесь ищу жену знаменитого Хаджи Мурата. Она чеченка, акинка из села Валерик. Была замужем за Хаджи Мурадом и родила ему 4 дочерей и 1 сына. И когда Хаджи Мурат погиб, то Шамиль начал преследовать его семью, а друг Хаджи Мурада, Дибир Магома, очень известный исламский ученый, женился, чтобы спасти семью друга, привез в родовое село Тлох, купил им здесь 2-этажный дом, поселил, а сам ушел на войну и умер. Был расстрелян в Грозненской крепости. А вот теперь непонятно, что произошло с этими женщинами. Это были, почему я говорю женщинами? Салам алейкум. Дело в том, что жену Хаджи Мурата звали Санет, и она родила, как я и говорил, 4 девочек и 1 сына. И вместе с ней сюда мигрировала, чтобы спастись от преследований царской администрации и одновременно от преследований Шамиля его младшая сестра Джоухар или Джоухарет. И вот они здесь прожили, здесь умерли, и обе похоронены на этом кладбище. Но все-таки Санет не повезло. Сына у нее царская администрация забрала, увезла в Петербург, и он обучался в юнкерском училище и стал полковником царской армии и был комендантом Владикавказской крепости. Но метаморфозы, когда он ушел на пенсию в конце 19 века, он решил не возвращаться на родину своего отца. Он остался на территории Чечении, у родственников своей матери, в селе Валерик поселился. И прожил там пенсионером. Женился на местной чеченке. У него родился сын Идрис, который тоже женился на местной чеченке. Вот, а у Идриса было всего 2 дочери. И мужская ветвь рода Хаджи Мурата в Чечне закончилась. Вот теперь я здесь ищу могильные надгробия вот этих 2 женщин. Жены Хаджи Мурата и сестры его жены. Я разговаривал с главой администрации, и мне обещали помочь, прислать местного специалиста, его заместителя. Вот я его жду на кладбище, который меня сведет с потомками или с родственниками Хаджи Мурата. Но меня больше интересует Дибир Магома, потому что этот человек достоин высочайшего звания мужчины, конах. Он спас семью друга в тяжелой ситуации, когда его преследовали представители 2 государств. Государство имамата Шамиля и государство царской Российской империи. Конечно, здесь могилы Дибир Магомы нету. Дибир Магомы. Обычно царские войска не отдавали тела своих противников. Ну что, на этом я заканчиваю 2-ю часть моих поисков. Жду специалистов местных.